Теперь вопрос. Если себя считают великими патриотами те люди, которые с пеной у рта только за язык цепляются, у меня к ним вопрос. Лакский народ, лакская культура, лакская история – это только лакский язык, что ли? А где наша история? Где история наших великих предков, наших шейхов, алимов, устазов? У нас есть славные предки. Великого имама Шамиля учителем и наставником был Джамаладдин Гази Кумухский, кудиса сируху. Это тоже же лакская культура, это тоже лакская история. Великий шейх, устаз, муфти Северного Кавказа своего времени, медицинский человек, который во всем мире как великий медик славился, человек, который знал 17 языков, человек, именем которого муфти Дагестана сегодня назвал медицинский колледж и медицинский институт, это Сайфуллах Ади Башларов, кудиса сируху. А разве это не наши корни, это не любовь к родине? Почему сегодня некоторые люди только свой язык считают всей культурой лакского народа? Почему сегодня нас не задевает то, что из наших семей, из наших сел, сколько людей в медресе у нас учатся, сколько у нас есть мутаалимов? В Лакском районе, считая с маленькими селами, 50 сел. У нас 50 мутаалимов в республике Дагестан мы не сможем насчитать. Хотя бы одного человека с села. Давайте с этого начнем. А сохранение своей религии, своих знаний, это разве не наша культура? То есть почему мы должны однобоко переживать только лишь за язык? Я не понимаю таких людей. Давайте мы будем создавать площадки и для поддержания лакского языка. Но вместе с этим я вас сильно прошу, великие лакские братья и сестры, переживающие за свой народ, давайте вместе будем переживать за все аспекты нашей культуры. Мы не патриоты только лишь своего языка. И выше, чем язык, у нас есть вера и религия. Наши лакские предки, наши славные предки, они только лишь язык на первое место не ставили. Они всегда ставили Аллаха, свою веру. Давайте с этого будем начинать. Давайте посмотрим, в каких условиях у нас сегодня имамы работают в горах, в Лакском, Кулинском и других районах. Давайте хоть один из нас спросим, сколько из нас подошли к ним и спросили, чем вам помочь, какие у вас есть сложности.